آمنوا كونوا أنصار الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من دار البوار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله أيها الإخوة ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Уважаемые мусульмане, обращаюсь в первую очередь к себе и каждому из вас с призывом быть богобоязненными всегда и везде. Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля сказал в Священном Коране: «Аста'иду биллах, я айюхаллазина аману аттакуллаха валь танзур нафсум ма каддамат ли гадин ваттакуллах, инна Аллаха хабирум бима та'малун». Что означает: «О верующие, будьте богобоязненными и обратите внимание на то, что вы приготовили для себя к следующей жизни. Будьте богобоязненными, воистину Аллах Всемогущий знает обо всем, что вы делаете». А также в Священном Коране сказано: «Иннамаль му'минуна ихва», воистину верующие, мусульмане, братья. Истинно братские чувства, искренние и глубокие именно у мусульман. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «Ла табагаду, ва ла тахасаду, ва ла тадабару, ва куну ибадаллахи ихвана». Что означает: не испытывайте ненависть друг к другу, не завидуйте друг другу, не враждуйте друг с другом, не отстраняйтесь друг от друга, а будьте покорными Аллаху рабами, будьте братьями друг для друга. Дорогие братья и сестры, воистину великое благо, одно из очень полезных для человека, как в этой жизни, так и в другой, это взаимная любовь между мусульманами. Это искренние и бескорыстные отношения между мусульманами с любовью и желанием добра. Это именно такая любовь, когда есть взаимовыручка и взаимопомощь в том, что одобрено Всевышним Аллахом. Это понятие не в значении любить так, как вздумается или хочется, а любить таким образом, чтобы помогать друг другу в добре, поддерживать друг друга в том, что одобрено Всевышним Аллахом. Эта любовь становится причиной того, что такие мусульмане будут в судный день в тени великого арша. И они не будут страдать от нещадно палящих лучей солнца в тот день. Ведь в день суда, дорогие мусульмане, жар солнца будет во много раз сильнее, чем на этом свете. И там уже не будет никакого укрытия, кроме тени Всевышнего Аллаха. Не будет ни домов, ни гор, ни пещер. В тот день защитой мусульманина от мучительного зноя будут его благие и хорошие дела. Просим Всемогущего Аллаха, Субханаху ва Та'аля, даровать нам защиту от палящих лучей солнца в день суда,
Пусть наши взаимоотношения всегда будут достойными и правильными, с надлежащим уважением, любовью, добротой и заботой. Одно из значений понятия чувства любви между мусульманами – это такие взаимоотношения, которые основаны на искренности, соблюдая при этом шариат. То есть относиться к брату по вере так, как это одобряет Всевышний. При этом никто из них не обманывает другого, не подводит и не предает. Никто из них не привлекает к совершению грехов, не способствует в этом, а наоборот, они всячески стремятся исправить друг друга, улучшить, укрепить соблюдение. Такие мусульмане заботятся друг о друге, относятся друг к другу аккуратно, сохраняя достоинство друг друга. Они уважают друг друга и не допускают пренебрежительного отношения к своим братьям. Поэтому нам нужно брать пример с этого и быть достойными людьми, тактично давать полезные и нужные советы друг другу, обмениваясь мнениями и принимать правильные решения. Мы должны заботиться друг о друге и беречь друг друга от лишних переживаний и забот. Не вмешиваться самим в то, что нас не касается, и в свою очередь не загружать других своими заботами. Полноценные мусульмане желают своим братьям-единоверцам то же, что и себе, из всяких благ. Понимая и зная о добре, желает его себе и своим братьям по вере. Об этом сказано в хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям: «Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсих». Не станет полноценным верующим тот, кто не желает своему брату того, чего сам себе желает из добра. В то же время то зло, которое является злом в шариате, не желают ни для себя, ни для своих единоверцев. Мы не хотим, чтобы было плохо нашим братьям и сестрам, а также мы желаем добра и истины всем вокруг нас. Это и есть качество полноценного мусульманина. Лучший из всех созданий Аллаха, субханаху ва та'аля, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что означает: к вам надвигается угроза, от которой пострадали предыдущие народы. Это беда, которая постигла прежние нации, это болезнь сердца, которая была присуща предшествующим народам. Что это? Это зависть, вражда и ненависть друг к другу. И эта ненависть, как лезвие бритвы, которая удаляет не волосы, а ослабляет веру и ведет к гибели. Клянусь Аллахом, что не войдет в рай тот, кто не является верующим, кто не является мусульманином. А вера мусульманина не будет полноценной, пока в его сердце не будет любви к братьям. Я укажу вам на благое дело, которое укрепляет отношения и усиливает любовь между вами. Говорите друг другу салам, то есть распространяйте салам. Поэтому, дорогие братья и сестры, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, указал нам путь спасения от пагубных состояний, как зависть, злоба и вражда. Он указал нам путь укрепления отношений и усиления чувства любви между собой, сказав: распространяйте между собой салам, то есть приветствовать друг друга исламским приветствием. Они относились друг к другу очень внимательно, чтобы не было непонимания. Они открыто обсуждали возникающие вопросы и не допускали недопонимания. Благо тем мусульманам, которые занимаются исправлением своих недостатков, и у них нет ни времени, ни желания следить за недостатками других. Поэтому, если вы получили зло от кого-то, то постарайтесь прощать нанесенные обиды и не отвечайте злом на зло. А если вам сделали добро, то отвечайте тем же, будьте благодарными Аллаху. И выражайте свое отношение открыто,
Давайте понять людям о вашем доброжелательном отношении к ним. И в завершении просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля простить наши грехи и даровать нам больше милости. Обращаемся к Творцу, чтобы даровал нам всегда быть в отношениях взаимного уважения и любви, искренне ради Аллаха, чтобы мы общались друг с другом и посещали друг друга, поддерживая друг друга в добре. Пусть будет нам счастье на этом свете и особенно на том, чтобы мы были в день сбора защищены от палящего солнца тени Всевышнего Аллаха. Aqul lakum qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.